Открывая встречу Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электросетям, председатель штаба премьер-министр Владимир Дылба прокомментировал ситуацию с электроэнергией в стране. Понимаем, что через некоторое время потребление электроэнергии значительно начнет расти. Это связано с зимним периодом. И, соответственно, мы можем войти в режим дефицита электроэнергии. Задача стоит пройти этот год, и это для нас год определяющий, испытательный, будем так говорить, с минимальным его дефицитом. Поэтому мы все вместе с вами, в соответствии с распоряжением президента, наш республиканский штаб призван для того, чтобы мы обеспечили выполнение этой задачи. Заседание обновленного республиканского штаба началось с ознакомления текущих цифр. На сегодняшний день на складе числится 4385 аппаратов по добыче криптовалют. По фактам выявленных нарушений передано в суд 13 материалов. Об этом сообщил вице-премьер Джансух Нанба. Нужно отметить, что борьбу с майнингом ведут ряд ведомств. В первую очередь это правоохранительные органы, сказал Нанба. За 2025 год Министерством внутренних дел изъято 456 машинок. Все они находятся, соответственно, на охраняемых объектах, на охраняемых складах. И впоследствии будут переданы в госстандарт для осуществления соответствующих процедур и обращения в судебные инстанции. За 8 месяцев уровень собираемости по всем категориям абонентов составил 48,6%, по юридическим лицам 74,4%, по физическим 31,4%. То есть динамика помесячная значительно превышает общегодовые показатели с начала года. С чем это связано? С тем, что, к сожалению, в первые месяцы текущего года уровень собираемости был недостаточно высокий. Но президентом была поставлена задача усиления работы с бытовой деятельностью и совместно с энергетиками. Очень большое внимание уделялось уже в последующие месяцы. С 2022 года и по сегодняшний день по всей Абхазии установлено свыше 31 тысячи приборов учета, которые были приобретены за счет средств республиканского бюджета. Знаете, что сейчас у нас идет пилотный проект по установки новых приборов учета с российской компанией. В августе месяце было установлено 327 приборов российской компании, которая предложила немножко отличную технологию по системам опроса этих приборов учета. Мы 214 штук было поставлено в многоквартирных домах в Гагре и 113 в частных домах в Алахадзе, Гагрский район. На текущий момент мы тестируем работу этих приборов уже на протяжении 2 и даже более недель. С технической стороны они показывают себя очень хорошо и по системам опроса, и по нагрузкам, которые на приборы учета ложатся. Министр энергетики Баталмушба сообщил, что на сегодняшний день уровень воды в Чварском водохранилище составляет 487 метров, что на такую же дату прошлого года выше на 47 метров. Да, ежесуточное потребление, Владимир Валерьевич, в стране сегодня составляет 4-4,5 миллионов киловатт-часов в сутки. На конец августа у нас было 5,5-6 миллионов киловатт-часов. За 11 дней сентября текущего года в сравнении с 11 днями сентября прошлого года потребление у нас меньше на 8 миллионов киловатт-часов. Это установка приборов учета, борьба с незаконными подключениями и стимулирование населения к более экономному потреблению электроэнергии, особенно в той части, там, где стоят приборы учета. С августа месяца Абхазия получает переток от Российской Федерации. Переток осуществляется в ночное время суток и в выходные дни, так как тариф на электроэнергию в это время на 50% дешевле. По сравнению с прошлым годом на 11 число мы потребили на 61 миллионов киловатт меньше, чем это было в прошлом году наше потребление, что, конечно, привело к сокращению, уменьшению дефицита электроэнергии. Значит, делать прогнозы, не знаю, все будет, конечно, будет зависеть от
температуры окружающей среды, от погоды. Если брать в расчет среднестатистическую осень-зиму, то, я думаю, дефицит сложится, но не такой существенный и большой, как был это в прошлом году. Значит, переток со стороны Российской Федерации, значит, мы будем продолжать все это время. Это значит, и в сентябре мы его осуществляем, и октябрь, и ноябрь, и декабрь месяц. Задач у нас меньше не стало, а наоборот еще больше, они расширены. Вот, полномочия у каждого ведомства есть в этом смысле осуществлять контроль, надзор, учет, сбор, обработку, анализ информации. Очень рассчитываю, что мы также будем продолжать тесно взаимодействовать как в работе республиканского штаба, ну и, разумеется, так и на местах в каждом районе и городе Сухум. Подводя итоги совещания, Владимир Делба подчеркнул важность скоординированной работы в вопросах незаконного подключения к сетям, взыскания задолженностей, установки счетчиков. Налач Хинджери, Рамо Камки, Давид Давицба, Абхазское телевидение.